Ассаляму алейкум, дорогие зрители! Я вас приветствую на кухне с акцентом. И вместе с вами мы сегодня познакомимся с нагайцами и будем готовить их национальное блюдо. А также узнаем их быт, традиции, обычаи. И в этом нам поможет Фатиме Мустафаева. Давайте мы ее встретим. Ассаляму алейкум. Как ваше настроение? Хорошо. Отлично, вижу. Нагайцы – народ, который сформировался из представителей различных родов и племен, живших с IV века на просторах Евразии. В настоящее время нагайцы проживают в основном на Северном Кавказе, в Дагестане, в Ставропольском крае, в Карачаево-Черкесии, в Чечне и Астраханской области. Веками сложившаяся кочевая жизнь нагайцев наложила отпечаток и на национальную кухню. Чаще всего готовятся блюда из мяса. Это говядина, баранина, домашняя птица и продукты животноводства. С течением времени нагайская кухня обогатилась блюдами других народов, населяющих Северный Кавказ. Фатиме Ханум, расскажите, пожалуйста, что мы с вами сегодня будем готовить? Мы сегодня будем готовить традиционное блюдо нагайцев. Это хатлама. Хатлама. Хатлама, правильно, да? Да. А что нам для этого Для этого нам понадобится мука, дрожжи, соль, вода и жиры, масла. То есть начинки у нас не будет? Начинка будет состоять из масел. Понятно, это очень интересно. Мы сначала будем делать... Замешивать тесто. Дрожжевое тесто, я так понимаю. Очень интересно, наверное, нашим зрителям посмотреть, как две хозяйки на одной кухне будут сегодня готовить хатламу, да? С чего мы начинаем? Давайте всыпем муку для начала. Муку мы берем на глаз? На полкило муки, вот я дома готовлю, пол чайной ложки дрожжей, чайная ложечка где-то соли и 250 граммов воды. Вот как все? Вы всегда так по меркам делаете? Или вы для наших зрителей сейчас говорите? Стараюсь по меркам. Так. Так, ну, это вот так возьмем. Да, муку пока я убираю. Да, делаем такое вот как бы углубление. Да. Смешиваем сухие Сначала ингредиенты. Так, дрожжи. Да, соль. Мы же руками, да? Да, конечно. Соль где-то. Так. И замешиваем тесто. А растительное масло когда? Растительное масло, это будет у нас начинка. Вот оно что. Да. Так. Будем добавлять начинку. А скажите, хатламу нагайцы готовят по праздникам? Или это в обычные дни готовится? Ну, и в обычные, и по празднике это считается как... Это хлеб. К хлебу относится, да. Хлеб нагайцев, ну, очень интересно, как это будет дрожжевое тесто. Масло у нас сливочное, растительное, топленое еще, да, масло? Смешивается, скатывается пласт и смазывается. Что еще готовят нагайцы? Так как нагайцы это степной народ, они предпочитают мясо. Варят большим куском, подают. Еще традиционное блюдо это толдырма. А что это такое толдырма? Это колбаса из ливера. Ага. Да, очень вкусно. А еще я знаю, что нагайцы раньше варили сначала мясо, да, как бы, а потом сушили. Тузлук. Это тузлук называется, да? Этому они придавали особое значение. Как правильно они считали, что не каждый может солить мясо. Да, сначала его солили, потом сушили, потом варили минут 20-30, потом опять сушили. Пару дней. Да. Вот а потом брали с собой, наверное... Да, так как они были кочевниками, не скоропортящиеся. И, естественно, они готовили хатламу тоже брали с собой, потому что хатлама тоже может неделями не портиться, да, потому что у нас здесь ингредиенты, которые не портятся. Да, так вот мы тесто готово у нас тесто. Дайте чуть туда. Тесто должно быть какое? Мягкое? Ну, не сильно мягкое и не сильно... Я так понимаю, это такое же тесто, как мы делаем на булочке, да, как бы на хлеб на обычный, или отличается? Чтобы раскатать его. Ага. В большой пласт, да, в тоненький. Раскатать можно было. Ну вот, замесили мы тесто, оно должно отстояться. Так, даю я вам посуду. Убираю отстояться буквально, минут на 15-20, не больше. Все, убираю. И займемся начинкой. Для этого нам нужна сковородка. Сковородочка у нас здесь. Так, включаю. Есть. И топим наше масло. Все будем перемешивать, да? Да.
Сливочное масло, Топленое масло. топленое масло и растительного То есть это немного. такое калорийное, да, блюдо и очень сытное. Да. Наверное, я думаю, что вот одной порции целой семьи хватит, наверное. Раньше, когда не было ни маргаринов, использовали животный жир. Так как нагайцы занимались скотоводством, то есть у них было достаточно этого. А еще нагайцы очень гостеприимные, да, очень любят встречать гостей и всегда готовят сладости, женщины накрывают стол. Расскажите, пожалуйста, что они готовят по праздникам? Из сладкого что-то готовят? Лакса халва. Их Это- такая традиционная как бы сладость по типу чак-чака. Ага, тоже с медом, С да? медом, да. Тесто с медом, это Да, все лепится. да. А как встречают нагайцы наши праздники, Ураза Байрам, Курбан Байрам? Есть какие-то особые традиции? Да, Ураза Байрам, Хурбан Байрам, они готовятся за 3 дня до этого праздника. Женщины накрывают стол, выкладывают сладости. Мужчины в это время идут молиться. А затем вечером подают мясные и мучные блюда и угощают. А утром, то есть, они больше готовят сладости, Сладости да? выкладывают Десерты на стол, там. десерты. То есть тяжелая пища уже, мясное, такое уже Подают ближе второе. к вечеру. Ближе к вечеру. Да. И есть еще такие традиции, что на праздник в один дом собираются все соседи. Расскажите об этом тоже. Для чего они тут собираются? Они идут к самому старшему, Самому уважаемому, так скажем, махале, да? в махале старейшине как бы. И там они проводят молитву, читают и угощаются. То есть и есть такая еще традиция, что женщина сначала у себя дома каждая готовит. Готовят, а потом с этим блюдом приходит. Ой, Так, у масло нас уже стреляет. видим, что у нас растопилось масло, и убираем в сторону, Да. да? То есть теперь можно В это время наше тесто уже подошло. да, постояло. Значит, я вам подаю тесто. Вот оно, наше тесто уже. Так, я Ух. сейчас сковородочку нашу убираю в сторонку. Мы Подошло. сейчас говорили, что каждая женщина у себя дома готовит сначала Готовит и идет к этому старейшину и в гости. несет свою Ага, еду. то есть со каждая- своей едой. То есть каждая у себя дома Готовит, приготовила. Кто-то там халву, кто-то чак-чак, кто-то хатлама, да, и кто-то все там несут. все кладут в один стол. Самый старший мужчина читает, ну, молится, молитву, да, после этого всем можно кушать. Да. Вот Именно такие так. вот традиции, обычаи у нагайцев. Мы Начинаем раскатываем. раскатывать тесто тоненько. Чем Очень тоньше, тоненько. тем лучше, да. То есть здесь уже каждая хозяйка показывает, Свое мастерство. как тонко она умеет Да, щас я катать тесто. покажу. Сейчас мы посмотрим, как вы умеете катать тесто. Кстати, нагайцы же очень серьезно готовились к этому, очень серьезно воспитывали своих девочек, можно сказать, даже с рождения. Да. На что они больше обращали внимание, когда девушек воспитывали? Мать с самого раннего детства готовила свою дочку к замужеству. А у каждой матери, у кого есть дочь, должен был быть чемодан, сандых. Называется сандах. Сандых, да. И клала она туда всевозможные серебряные украшения, монеты. Ну, как вот То есть приданная самое дочь. дорогое, что она хотела Что дать хотела своей своей дочке, да? дочери, Серебряные, кстати, вы сказали, нагайцы обычно пользовались серебром, да? То есть Да, золото, золото не они ценили. не любили. Золото у них, ну, как бы больше появилось уже после 50-х, наверное, годов. Начали как бы одевать эти золотые украшения тоже. Но до этого были только серебряные монетки. Даже у девочек на головных уборах можно было видеть серебро. Кстати, очень часто, оказывается, девушки-модницы как бы себе делали эти шапки, да, они были разных размеров, разных цветов. Кстати, так как нагайцы занимались скотоводством, они все делали, орнаменты ручной работы было, и все делали
из Шерсти. шерсти, да? Да. Овечьего делали. Вот это очень интересно. В старинных одеждах нагайцев национальных можно увидеть эти орнаменты национальные, которые сделаны вручную из натуральной шерсти. Так, еще, кстати, невесты одевали такую шапку специальную, это очень интересная тоже традиция, и на свадьбе наблюдали за шапкой невесты. Почему? Потому что чем выше была шапка, вот таким образом можно было определить состояние невесты, да? Потому что чем выше шапка, тем больше монет как бы можно было Поместить. Да, поместить монеты, и оказывается, иногда даже шапки были до 70 сантиметров. Представляете, это шапка невесты 70 сантиметров, ее украшали из натуральной шерсти, там меха, то же, что мы говорили, серебро. И иногда бывало, что оказывается на эту шапку, вы представляете, если по цене говорить, сколько монет они тратили? 20 лошадей. Приравнялась, да. Да, 20. приравнялась. Вот так вот нагайские девушки. Сейчас, к сожалению, не везде сохранилась эта традиция, но зато национальную кухню мы знаем, блюда знаем и можем сами приготовить. Ну, эту шапку сейчас показать не могу, но мы можем показать, как делается правильно хатлама, да? Так, раскатываем мы тесто. Почти мы раскатали. Вы можете включить духовку. А, точно. 180 градусов. Так, что мы дальше будем делать? Начинку нашу. Нате, можете вы Ложь. поливать, а я Будете буду мазать. Давайте. Обильно. Как нужно? Так, Обильно. Поливайте. глядишь, и научусь делать Хатламу. хатламу. Кстати, хатламу я самостоятельно никогда сама еще Не делала? не пробовала делать. Смазываем. Видите? А вы любите, когда на кухне еще одна хозяйка есть? Честно? Да. Нет. Ну ладно. Но мне же сегодня можно помогать. Так как вы в гостях у нас, а не мы у вас. Так, вот мы Ну, нагайцы смазали. же гостеприимные. А теперь заворачиваем. Каким образом? Скручиваем его рулетиком. Масло уже застывает, да, поэтому надо ее так быстренько скручивать, Подтягивайте чуть-чуть. чтобы воздуха не было, да? А потом лопается, наверное, тесто, когда воздух попадает. Давайте нашим зрителям в процессе и еще раз расскажем тем, кто упустил этот момент, какое тесто мы делали, с чего мы делали, как мы делали и что мы дальше будем делать. Тесто мы взяли муку, соль, дрожжи и вода. Теперь вот так вот мы скручиваем его жгутиком. Замесили дрожжевое тесто. Дрожжевое тесто, оно у нас постояло. Сделали начинку из комбинированных жиров. Сливочное масло, маргарин, растительное масло. Раскатали, смазали и скрутили. И что И будем всё. дальше А делать? теперь вот сворачиваем его калачиком. Вот какой нагайцы готовили хлеб. Действительно, такой хлеб можно было с собой и в походы брать. Да. Вот такой вот у Чуть-чуть нас раскатали. мягкое. Да. То есть И мы не форму. давим до конца. Нет, чуть-чуть так примяли его, Да. раскатали и форму Форму у нас укладываем. тоже смазывать? Нет, или- здесь достаточно масла. Смазывать как уже не раз будем. у нас по размеру, наверное, И подойдет. укладываем. Мы расправляем наше тесто и отправляем в духовку. Ничем на... смазывать не будем. Нет, на 15-20 минут при температуре 180 градусов. Духовка у нас уже Разогрета. разогрета. И пока мы будем ждать минут 20, я заварю чай. Фатиме, наш чай готов. И наша хатлама тоже готова. Тоже готово? Да. Значит, мы берем хатламу, я вам помогу, открою. Ух ты! Какая красота у нас! Что мы сейчас будем делать? Смазывать. Сейчас наверное. смажем мы маслом и вынимаем.
Давайте. И желе, и красиво. масло, да. Мне кажется, здесь и никакая начинка и не нужна была. Не мясная. Пахнет очень вкусно. Теперь. Все, теперь Так. вынимаем. Вот это и есть настоящая котлама, которую готовят нагайцы. Кстати, хочу напомнить, большая часть нагайцев живут в Дагестане, в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии. Ага, мы сейчас вот отдельно сюда будем, да, убирать. Это я забираю. С чем подается котлама? Хатлама подается с домашней сметаной, либо Yes. с домашним сыром. Мы приготовили и домашний сыр, и домашнюю сметану, да? Теперь будем отламывать. И пробовать. Так, тарелочки. Наконец-то мы можем теперь попробовать, да? Да. Отламывайте. Пробуем. Давайте. Мубарек. Теперь будем пробовать. Вот. Со сметаной. Домашней сметаны. Прям. Аромат просто бисмилля и пробуем. Необычно, да? Очень вкусно. Я так понимаю, мне нужно с вами прощаться, потому что здесь хатлама очень-очень вкусно приготовлена. И хочу напомнить, что нам его приготовила наша гостья Фатиме Мустафаева. Я вас благодарю за то, что вы к нам пришли, за то, что научили нас делать, особенно меня, катламу настоящую, которую готовили нагайцы. И я очень надеюсь, что мы с вами еще увидимся, еще приготовим и другие блюда нагайцев. Спасибо вам большое. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Ассаляму алейкум.